таджикского хлопка. 33 центнера в среднем с гектара. Самая высокая урожайность в мире. Таков замечательный трудовой подарок хлопкоробов золотому юбилею республики и Компартии Таджикистана. Нынешняя белая страда республики характерна прежде всего широким использованием хлопкоуборочной техники, рекордными достижениями механизаторов, высокой производительностью их труда. 42% хлопка средневолокнистых сортов было убрано при помощи голубых кораблей. Трудным был год, маловодным, засушливым. Он, как и любой другой хлопкороб, мог бы рассказать, каким максимальным напряжением сил был наполнен каждый этап борьбы за урожай. Но люди всегда готовы к любым капризам природы. Рукотворные моря, Нурекское, Таджикское, мощная техника, поднимающая воду на большую высоту, спасли от жажды хлопковые поля. Целинники Зафарабодского района и механизаторы совхоза Хасилот Ленинского района выступили с призывом эффективно использовать технику и обязались весь плановый урожай собрать машинами. Центральный комитет Компартии Таджикистана одобрил их обращение ко всем механизаторам республики. Сегодня особенно зримо вспоминаются истоки массового движения в Таджикистане за машинный сбор хлопка. Среди первых, кто сел за штурвал голубых кораблей, была молодая девушка Гавхарби Пиракова. Много было трудностей, когда мы начинали. Мало кто верил в машинную уборку. Говорили, что машина портит волокно, снижает урожайность хлопка. Были и такие, которые говорили, это не женская работа. Но девушки уверенно сели за штурвалы голубых кораблей и работали не хуже мужчин, а иногда и лучше. Люди поверили в машины, и это было настоящей революцией в хлопководстве. Да, права, герой социалистического труда, инструктор Ватейского райкома партии. Механизация и уборки хлопка сырца не только облегчила труд, она способствовала дальнейшему росту социальной активности девушек, еще шире открыла им дорогу к современным индустриальным профессиям, когда человек становится полновластным творцом высоких урожаев. Эстафету Пираковой подхватили тысячи девушек республики. Очень хорошо знает цену техники на полях и наставница юных, герой социалистического труда Хурсант Разыкова из колхоза имени Ленина Пролетарского района. О решающей силе и важности механизированной уборки хлопка говорит Иди Каримов,
бригадир колхоза имени Карла Маркса Пархарского района, уже много лет работающий по известному Злобинскому методу. С 1964 года я руковожу комплексной бригадой механизаторов. Уже давно всем известно, что механизация уборки является важным делом. На каждого человека в нашей бригаде приходилось по 140-150 центнеров белого золота. Это в 4-5 раз больше, чем в среднем по колхозу. 14 человек бригады не смогли бы быстро собрать весь урожай с 50 гектаров, если бы мы не работали по безнарядной системе оплаты труда по Злобинскому методу, методу, безусловно, прогрессивному и наиболее верному. Мысли Иди Каримова верны. Механизация требует повышения культуры всех работ в сельском хозяйстве. Хорошая организация труда на полях, сочетание материального и морального поощрения, гласность социалистического соревнования обеспечили высокий темп уборки. В юбилейном году бывшую голодную степь Зафароводский район назвали краем механизаторов. Здесь выдвинулись десятки таких мастеров, как Зияваддин Хакимов, выгрузивший из бункера своего комбайна 560 тонн белого золота. Машины на хлопковых полях работали с утра до поздней ночи. В белые бунты, выросшие на заготовительных пунктах, была вложена весомая доля труда механиков-водителей. Этот вклад будет из года в год возрастать. И недалек тот день, когда о ручном сборе хлопка будут вспоминать, лишь глядя на кадры старой кинохроники или по воспоминаниям людей. Сегодня машины — главные помощники человека на полях. Именно они высвобождают рабочую силу, в которой нуждаются растущие новостройки республики. Урожай юбилейного года собран. Богатый урожай. Столько у нас в республике еще не собирали никогда. В преддверии славного юбилея Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета и Совет министров СССР поздравили хлопкоробов республики с замечательной победой. Призыв «Урожай на плечи машин» будет все больше притворяться в жизнь из года в год.